Празднование Дня города в Камрате будет перенесено на 15 сентября. Такое решение было принято сегодня на заседании муниципального совета в связи с реконструкцией центральной площади города. Сейчас я выходила, тендер шел по выявлению того, кто будет производить эти работы. Поэтому мы считаем, что это будет актуально, если мы День города перенесем на сентябрь месяц, дабы площадь уже привести в соответствующий вид, потому что до августа месяца, соответственно, мы это не успеем сделать так, чтобы это было уже красиво, эстетичный вид был у площади, соответственно, к открытию это было бы, мы считаем, что нормально, на 15 сентября. На минувшей неделе между Фондом социальных инвестиций Молдовы и Примарией города был подписан контракт на предоставление гранта на замену шатровой крыши гимназии номер 2 и лицея номер 6. Однако определенную сумму придется взыскать с родителей. Таковы условия фонда. Когда в детском саду заведующая соберет родительский комитет, соберет родителей и озвучит эту сумму, чтобы правильно все было воспринято, мы обязаны показать фонду, что эти деньги собраны с родителей. В то же время мы получаем почти 600 тысяч лев грант за счет этого. То же самое по гимназии номер 2 и по лицею номер 6, где будут устроены кровли. Там такое же условие, поэтому гимназия номер 2 должна собрать 38 920 лев с родителей, со спонсоров, от кого получится. А лицей номер 6 13 960 лев. Почему цифры разные? Потому что разная площадь кровель. На заседании был предоставлен отчет по исполнению бюджета за первое полугодие 2012 года. По словам зампримара Александра Тарнавского, бюджет исполняется в соответствии с нормативами, после чего советники выступили с инициативой премирования работников мэрии. Считаю, что эта работа очень продуктивная, конструктивная, и ту концепцию, которую избрал примар по исполнению бюджета, я думаю, что работники справляются профессионально, и тот конструктивизм, который сложились со всеми организациями, со всеми ветвями власти в центре, позволяет положительно вот так выполнять этот бюджет. Поэтому я считаю целесообразным премировать всех работников Примарии. Также на заседании муниципального совета были утверждены участковые избирательные бюро. Всего в Камрате 11 избирательных пунктов.